достаточно сказать. Александр Георгиев, десятикратный чемпион мира по стоклеточным шашкам. И сейчас он в качестве участника всероссийского турнира памяти Николая Николаевича Кычкина участвует на соревнованиях. Итак, первые шаги, когда вы делали по шашкам? Когда мне было 7 лет, наверное, пришел заниматься шашками. Тогда в Ленинграде, во Дворце пионеров. Но потом, как обычно, много лет просто играл. Ну, тогда ж не было столько возрастов, а просто играли во дворце, всякие турниры каждый день практически. Ну, каждый день тренировок. Тренировки же не каждый день, а вот когда на тренировку приходишь, обычно играли первые там несколько лет, ну, в соревнованиях, там, первоклассников, там, дальше. Когда появились первые успехи и когда вы поняли, что шашки это ваше? Наверное, когда стал чемпионом Европы среди мужчин, тогда я уже решил профессионально заниматься. До этого момента были, конечно, тоже успехи, но я так не думал об этом, что буду профессиональным игроком. Какой раз вы уже посещаете нашу республику? Ну, это сложно сосчитать. Мне кажется, первый раз я был в 2000 году, если я не ошибаюсь. На призыв Владимира Ильича Птицына. Он тогда организовал. И первый раз, когда я ехал, как-то было. Ну, думал, как все-таки никогда не был так далеко. Еще разница во времени. Но вроде бы было нормально и сразу и первое место занял. Так что мне понравилось сразу с первого раза. После этого я уже много раз был. В 2003 году здесь проходил чемпионат мира, и вы там тоже выиграли, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Это был в 2002 году был турнир претендентов. По-моему, как раз летом турнир. Точные сроки я уже не помню. В августе, наверное. Чемпионом мира я уже стал, когда я выиграл матч. Я выиграл турнир претендентов, это 2002, а матч мы играли в 2003 году, это уже в Уфе и в Ижевске. А вот для меня, для человека, который не посвящен по шашкам, где играть сложнее, когда вот турнир или когда вот два претендента оспаривают звание чемпиона мира? Ну, и так сложно играть. Когда в хорошей форме, то и в турнире можно играть, и в матче. В матче в чем проблема, что там по нынешним регламентам часто сокращают контроль времени. И это становится лотереей уже. Если равный счет, то контроль, когда сокращен, когда уже играют на секундах, там, ну, по несколько минут на партию, то тут уже кому больше повезет. В этом, ну, не совсем как бы справедливо. А как раньше играли матчи, мне вот это больше нравится, когда просто играли, скажем, 20 партий. Но я уже то время не застал, я уже играл в другие матчи. А в турнире там просто не всегда зависит от тебя, иногда соперники, от соперников что-то зависит. Но если в хорошей форме, то вот можно такой отрыв сделать, что уже потом не беспокоиться. Ну я вот смотрел по интернету, вы играли матч с Алексеем Чижовым и Александром Шварцман. Вот в таких матчах именно вот конкретно под этого соперника вы, наверное, готовитесь, да? Или как это происходит подготовка? Ну, под соперника, конечно, тоже готовишься. Изучаете сильные и слабые стороны, наверное. Ну, а обычно, когда с такими соперниками играешь, у них и нет таких слабых сторон. Скорее стараешься сам в хорошей форме подойти. Просто если я в хорошей форме, то мне не важно, с кем играть. То уже от них уже ничего не зависит. Но не всегда получается быть в хорошей форме. А бывают такие вот, ну, у борцов, допустим, говорят коронный прием, а у шашистов, возможно, бывают какие-то любимые начала игры.
что-то такое бывает у вас? Бывает, конечно, но обычно все-таки желательно все уметь играть. Но это как от уровня игрока зависит, конечно, тоже. Но часто вот когда играешь, что один дебют может надоедать все время. И тогда хочется что-нибудь новое поиграть. Поэтому уже игроки с большим опытом, они разные дебюты играют, как правило. По психологии, вот посмотрев на соперника, можно что-то такое предугадать, что соперник сделал какой-то слабый ход и уже себя как-то повел? Это как-то влияет на конец игры? Такое бывает, но тоже это скорее как исключение. Особо не смотришь на соперника, потому что больше смотришь на позицию. И уже по позиции видно, как соперник. Обычно, когда соперник попадает в цветнот, уже можно ожидать, что, скорее всего, ошибется. Но и, естественно, сам, если попадешь в цветнот, то тоже можешь сделать ошибку в любой момент. Было ли в вашей игре, практике моменты, когда выигрывая, как бы и у вас время заканчивалось? Чтоб я выигрывал и уронил. Позиционно вы как бы выигрыши были, и время истекло. У меня был один такой случай, что я играл, мы играли за команду, но два игрока уже выиграли, и я искал выигрыш. И соперник был в цветноте, а у меня было где-то 3 минуты. И, я смотрю, 3 минуты, я что-то долго искал выигрыш. И, в итоге я забыл про время и уронил флаг. И проиграл эту партию. Но я как бы спокойно играл, потому что мы уже матч выиграли. Но если бы, конечно, матч мы не выиграли, я бы, наверное, более в этом смысле собранно играл. Не такого бы не допустил. А тут я как-то расслабился, думаю, столько времени много. И вот так бывает, что можно проиграть. Такое действительно может быть. Вот вы во время игры записываете все свои ходы. Сейчас вот самые такие моменты, когда вы выигрывали чемпионаты мира, в том числе и в матчах и в турнирах, можете как бы по памяти все это вспоминать, те партии самые такие? Когда-то я партии все запоминал, сейчас я наоборот ставлю себе задачу сразу партию забыть, чтобы лишней информации уже в голове не держать. Так, конечно, если я партию вижу, я ее вспомню, а так я сейчас стараюсь их не держать в голове. Но после партии, естественно, я помню. Когда если там разобрать или что-то, я могу повторить. И если там даже турнир в Блиц, я могу там восстановить сразу же все партии, которые я сыграл. Но если я их не восстановил, то я их уже сразу забываю потом. Если постарался запомнить, наверное, запомнил бы. Еще я вот в интернете посмотрел, вы выступаете еще или выступали за голландский какой-то клуб. Когда это происходило и как на вас вышли? Многие у нас, кто играет в шашки, за голландские клубы играли, особенно раньше. Сейчас не поедешь никуда, а раньше сами там в Голландии же много турниров было, и всегда какое-то общение, и голландцы сами заинтересованы в сильных игроках. Они давно меня приглашали, и много лет я как-то не соглашался играть, но потом хорошие условия предложили, я согласился. Играл, и мы сразу чемпионами Голландии стали в этом. Потом несколько лет боролись за первое, но не смогли стать. Вы много выступали за рубежом. В каких странах сейчас самое сильно развито именно стоклеточные шашки? Конечно, в Голландии развиты больше всех. Еще? Но в остальных уже поменьше. То есть, в Африке есть ряд стран, в которых хорошо играют. Там сильные игроки.
где. Но в Европе там, например, в той же там Италии, Франции тоже есть сильные игроки, но у них не настолько профессиональный подход. Они все-таки в основном рассчитывают, что шашки как просто для себя играть, а потом заниматься какой-то другой профессией. Еще я вот по интернету читал, вы являетесь еще рекордсменом мира. Я никогда не думал, что по шашкам есть рекордсмены. Ну, по количеству завоеванных чемпионских титулов еще можно так сказать. А вы по сеансу одновременной игры рекордсмен мира, если я не ошибаюсь, такой что-то. Ну да, это сравнительно недавно ввели, что можно ставить рекорды. Вот, например, первые рекорды зафиксировали по игре вслепую. Но это не я играл, это Сейбранс играл, известный игрок. И я даже не помню сколько, может у него последний рекорд 32, наверное. А может после него еще кто-то тоже пытался побить этот рекорд. Но там вообще очень тяжело играть. А с часами тоже есть такие сеансы, когда вот много игроков садится. Вот можно сказать, что вот такой же турнир, но я один играю со всеми. И вот так же часы стоят на каждую партию. То есть мне дается, можно сказать, там 2 часа на всех. Я должен все партии успеть. А каждый как будто играет обычную партию. И поэтому, по сути, мне приходится просто бегать, можно сказать, всю партию, вот весь сеанс от партии к партии. И вот такой рекорд я установил, там больше 40 досок. Тоже уже довольно, несколько лет назад. Потом кто-то еще пытался больше, но у них не получилось. А там надо определенное количество процентов набрать, 70% нужно набрать. И у них тоже регламентировано, какой силы должны быть игроки определенного рейтинга. Поэтому организаторы вот набирают игроков, и нужно набрать с ними 70%. Некоторые на время играют, ты только отойдешь, а они делают ход. Такие тоже бывают. То есть тяжелее. Но с другой стороны, если он так сделает быстрый ход, я же могу обратно подойти и сделать ответный ход. В общем, такие тоже есть рекорды у нас. Но этот вопрос для меня самой уже будет, наверное, непонятно, потому что я читал еще вы с неким Лемоном какую-то вот систему проведения соревнования. Это я уже много говорил, что мы совсем другое. И Лемон это был судья, очень известный. И он судил наш матч как раз с Алексеем Чижовым. И мы с Алексеем, у нас было как-то в один день, то, что я говорил, что в матчах, если ничейные результаты, то контроль сокращается. Тогда мы играли при ничье быстрые партии. И у нас было много, никто в одном сете, было много ничьих, и мы даже за один день не успели сыграть ни одной результативной партии, пришлось переносить на следующий день. И мы подумали, что может быть сделать так, что если ничья, то время, которое остается, оставлять на часах и играть с оставшимся временем. Но это имело смысл, когда изначально дается достаточно много времени, и на каждый ход, там же добавление на каждый ход, чтобы добавление было секунд 10 хотя бы. А со временем просто эту систему приняли, и ее так изменили, что это уже совершенно другой смысл приобретает. Ее сейчас играют 3 минуты плюс 2 секунды на ход, а за 2 секунды уже когда, предположим, первую партию сыграли в ничью, у соперников остается по 1 минуте. Вторую партию может быть вообще уже не 1 минута, там несколько секунд. И вот приходится каждый ход делать там за 2 секунды. Это уже тоже шашки летают по доске, там люди шашки просто так отдают, проводят легкие комбинации, но это уже к шашкам не имеет отношения. Мы просто это так назвали. Вот. А Лемон был как раз судья первый, который согласился, чтобы мы там
на оставшееся время играли. И, в общем, я говорил, что давайте, это я такого не придумывал, ну, что сейчас вы называете. Это смысл был совсем другой. Но мне сказали, ну, знаешь, там, это как бы уже уже так привыкли все называть, и не всегда то, что называется, оно действительно, как бы название бывает, что не связано с самим тем, что есть. Но, может быть, изменят все равно. Ну что ж, пожелаем вам дальнейших турах на призы памяти Николая Николаевича Кычкина. И после этих соревнований еще будет Кубок Ильдархана нашей республики. И там тоже будут огромные призовые деньги. И пожелаю вам, чтобы вы достойно выступили на этих соревнованиях. Спасибо. Спасибо.